Уважаемые коллеги, санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике на 21 апреля 2020 года на 16:00 остается, ну и на настоящий момент остается достаточно напряженной. В наших больницах инфекционных, находится 77 больных. При этом необходимо обратить внимание, что также продолжают у нас лечение граждане, которые находятся 42 больных находятся на инфекционных койках в городе Алдане, 25 больных находятся на инфекционных койках города Якутска. И, соответственно, у нас сегодня, хотя и занимали всего 2 инфекционных койки, у нас и лечились всего 2 больных с диагнозом ковид. Сейчас предположительно у нас все-таки увеличение больных непосредственно в Ахтовом поселке, который находится рядом с селом Кутана Сунтарского района. Ну, там очень грамотно и четко проводится вся деятельность между взаимодействием оперативного республиканского штаба и районного штаба, и, соответственно, выявляется круг контактов, и в полном объеме поселок, непосредственно находится закрытый, изолированный, и это не угрожает жителям самого Сунтарского района как такового. У нас та же цифра остается по данным Роспотребнадзора. Сегодня 116 подтвержденных случаев, из них 11 пациентов, как уже мы говорили, находятся на Чингинском месторождении, и 12 человек проходят свое лечение в Ямало-Ненецком автономном округе. Мы за прошлые сутки достигли самого высокого показателя по тестированию за сутки. Оно составило у нас почти порядка 1359 исследований провели, и сегодняшние сутки мы, в общем-то, стараемся вывести на ту же цифру для того, чтобы как можно больше граждан республики, именно тех групп, которые для нас мы видим как рисковыми группами, они прошли тестирование как таковое. У нас продолжают работать непосредственно наши эвакобригады, обсерваторы. Есть ряд, определенного рода проблем, связанных с их работой, но они практически все разрешаются. Сегодня в Якутске у нас в связи с тем, что встречается каждый рейс, встречаются рейсы как на непосредственно на федеральной дороге Лена, как на железной дороге, так и на авиационной дороге, и в аэропортах Нерюнгри, Ленска, города Якутска, то уже у нас, постоянно обсерватор, в том числе в городе Якутске, наполняется. У нас возникает необходимость, открытия завтрашнего дня еще одного обсерватора. Но прежде всего в нем будут находиться все граждане, которые прибывают из других субъектов Российской Федерации, которые не могут по месту своего жительства, например, пройти режим самоизоляции. Вот время приходит к тому, что появляется полное понимание понятия такого, как самоизоляция. Если раньше достаточно легко граждане относились к понятию, самоизолируюсь, я не буду выходить из дома, а вместе со мной будет моя семья. Вот те случаи, которые у нас сегодня в том числе зарегистрированы утром и по городу Якутску, как раз и говорят, что изоляция вместе с семьей повлекла ситуации, когда больными является вся семья. Поэтому вот здесь в данной ситуации не надо ни в коей мере непосредственно бояться обсервационных мероприятий, а все-таки беспокоиться в том числе о незаражении своей семьи как таковой. Вот в целом у нас сегодня такая ситуация. Это текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация как таковая. Соответственно, с усиленной работы, в том числе сегодняшнего дня, как по МВД Республики Саха-Якутия, продолжается составление протоколов об административных правонарушениях. Граждане продолжают нарушать режим самоизоляции. Вовремя доставляется у нас сегодня пенсия. И, соответственно,
соответственно, значит, в связи с тем, что вот, например, нами подписаны все необходимые соглашения, и только что закончилась видеоконференц-связь с министром труда Российской Федерации, значит, Котяковым, который, значит, назвал республику в семерке лидеров среди других субъектов Российской Федерации по введению системы быстрой выплаты пособий для граждан, для, значит, семей с детьми от 3 до 7 лет. Значит, буквально, наверное, месяца 2 назад мы анонсировали, что республика войдет, и одна из первых, значит, непосредственно эти выплаты начнет осуществлять. Выплаты будут осуществляться по-новому, только на основании заявления мамочки. Все остальные документы непосредственно уже наши службы по электронным системам будут, значит, отслеживать самостоятельно. И сегодня вот та работа, которую мы делали вместе с Министерством труда, Министерством, с ЗАГСом, с нашим, с Министерством внутренних дел, с УФМС, с пенсионным фондом, мы оказались лучшими в стране. И я думаю, что это не может не радовать. Это говорит о том, что несмотря на то, что коронавирус, тем не менее мы продолжаем свою текущую деятельность именно вот в рамках тех задач, которые были поставлены у нас в республике. Ну, соответственно, я хочу обратить внимание на город Алдан, потому что с сегодняшнего дня уже на закрытом в карантине Алдане и в Ленинском начали работать цифровые пропуска. Пока, значит, непосредственно выдано не больше 30 цифровых пропусков, но цифра каждый раз меняется. И, в общем-то, уже так достаточно к такой определенной цифровизации, соответственно, значит, граждане начинают привыкать. Ну, кроме того, я хочу анонсировать, что у нас начинает работать система цифрового контроля за самоизолированными гражданами, потому что как бы там ни было, но у нас остаются быть заражения, когда люди нарушают режим самоизоляции. То есть сегодня у нас количество растет за счет, значит, заражений в семье, да, и за счет того, что нарушается режим самоизоляции. Безусловно, рисковой группой остаются граждане, приехавшие из других субъектов Российской Федерации, поэтому они находятся в обсерваторе, и уже в обсерваторе мы их в состоянии отслеживать через тестирование и видеть уже саму по себе, вот, так сказать, их состояние и уже не допускать, как, в общем-то, как они вышли в том же городе Алдане. Но необходимо обратить внимание, что у нас режимы сохраняются в городе Ленске, где непосредственно у нас, да, действительно, значит, тоже уже немаленькое количество, да, инфицированных находится в больнице лечится. На самой территории в инфекции Ленска лечится 5 человек. И сегодня наши бригады Роспотребнадзора, санитарные врачи и наша бригада Министерства здравоохранения начинают работать в том числе на Челендинском месторождении. Я хочу отдельно поблагодарить, значит, и медиков, которые согласились, выехали работать на Челендинское месторождение, и непосредственно пожелать их семьям, матерям, значит, непосредственно женам, значит, младшим сестрам, которые остались здесь, в Якутске, значит, непосредственно того, что они скоро, безусловно, вернутся, потому что выполнят свою роль, они выполнят свою функцию как медиков. Ну и, соответственно, хочу обратить внимание, что на этой неделе мы должны решить все вопросы по доплатам медицинским работников, значит, которые должны осуществляться в республике в соответствии с нашими положениями и федеральными выплатами. Готова ответить на ваши вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, про ситуацию на Челендинском месторождении. Получается, сколько сейчас больных находится и получает лечение на самом месторождении, и сколько сейчас, и какими рейсами, когда были отправлены в ЯНО? Спасибо. Ага. Значит, 11 пациентов находятся на Челендинском месторождении, они получают там лечение. Медицинская помощь оказывается страховой компанией «Сагаз» и нашими медиками. 12 человек находятся в Ямало-Ненецком автономном округе. И сейчас на Челендинском месторождении работает бригада, значит, непосредственно медицинской компании страховой «Сагаз», которая непосредственно осуществляет сбор, тестирование и анализ, значит, всех тех, кто работает на ЧНД.
Наши санитарные врачи осуществляют расстановку сил о том, каким образом, значит, расставить сейчас, отделить, значит, ну, правильно расположить их местонахождение. Все вылеты осуществляются, соответственно, с ближайшего аэропорта Талайкан. Гражданским рейсом эти значит, больные гражданскими рейсами, я имею в виду, что обычными пассажирскими рейсами вылет оттуда не осуществляется. С самого начала вопрос охраны обсерваторов у нас, наверное, являлся один из вопросов, который вызывал очень много вопросов. Обсерваторы однозначно у нас охраняются МВД при силовой поддержке Росгвардии. Соответственно, Росгвардия, так как она работает по двум направлениям, значит, непосредственно через военизированную охрану и через частное охранное агентство по договору, то в зависимости от того, как у них построена деятельность, так они и осуществляют, значит, свою охрану. Да, действительно, сегодня у нас имело место быть два вопиющих случая, о которых министр МВД докладывал у главы республики. Это случаи, значит, непосредственно побегов, ну, условно говоря, побегов в случае покидания обсерватора, значит, таким путем выпрыгивания из окна и, соответственно, покидания инфекционного, провизорного отделения инфекционной больницы, значит, уже одной из наших жительниц города Якутска. Очень не хотелось бы, чтобы это допускалось, потому что, значит, непосредственно речь идет о все-таки такой угрозе жизни и здоровью многих. Ольга Валерьевна, добрый день, точнее уже вечер. Я бы вот хотел прояснить по ситуации с женщиной 82-летней, которая сегодня заразилась коронавирусом. Как ее состояние сейчас и установили ли источник заражения? Значит, на настоящий момент, значит, проводится дальше санитарное расследование, которое проводит Роспотребнадзор. Соответственно, значит, женщина у нас находится в нашей инфекционной больнице. Хочется пожелать ей выздоровления. Она подключена к кислороду. Тоже тяжелое состояние тогда. Значит, хотелось бы, чтобы было, безусловно, лучше. Я сейчас увидела вопрос, который касается наших демобилизованных. Только что на заседании у главы Республики Саха-Якутия было принято решение о том, что, значит, желательно, чтобы мы определились с родителями, с районами, значит, по демобилизованным, которые у нас возвращаются. В любом случае они должны проходить обсервационный период либо путем нахождения в обсервации, либо путем самоизоляции, если родители это могут обеспечить. Безусловно, надеяться на то, что это идеально сегодня сработает. Это будет вызывать массу вопросов. Все прекрасно понимают, да, как бы о ребятах, которые пришли после армии, о которых идет речь. Они и так были ограничены. Но, тем не менее, значит, нам нужно соблюдать все-таки санитарно-эпидемиологические требования, исходя из сложившейся ситуации. Ольга Валерьевна, снова Тартас, Юлия Бочкарева. Уже известна ли причина именно заражения на Чаяндинском месторождении? Кто стал источником? Спасибо. Санитарные врачи работают. Я думаю, что, наверное, вместе с санитарными врачами Ямало-Ненецкого автономного округа они определят источник заражения. И я думаю, что, наверное, это каким-то образом будет иметь какое-то значение в последующем. Да? Сегодня задача, значит, людей вылечить те, которые есть, если у них есть такое заболевание. Они изолированы, находятся в карантинной зоне, они не выходят, поэтому, соответственно, нам главное сейчас, чтобы все их, в том числе родственники, которые живут за пределами Якутии, да, понимали, что им здесь оказывается соответствующая медицинская помощь. Если больше вопросов нет, если вот я все ответила, да, то спасибо большое, хорошего вечера, спасибо.